Седьмой съезд Республиканской политической партии «Единая Абхазия» планировалось провести с участием 250 делегатов, но желающих посетить мероприятие оказалось гораздо больше. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава приветствовал членов партии и зачитал поздравительный адрес от президента Абхазии Бадры Гунба. Уважаемые делегаты, дорогие друзья, рад приветствовать вас на седьмом съезде партии «Единая Абхазия». Созданная в начале 2000-х годов, партия последние десятилетия активно участвует в политической жизни страны. «Единая Абхазия» всегда занимала твердую позицию, направленную на защиту государственных интересов и укрепление независимости нашей страны. Особо хочу подчеркнуть, что одним из основателей партии был второй президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багарш. Его вклад в государственное строительство и развитие демократических институтов нашей страны навсегда останется в памяти народа. Отдельные слова благодарности хочу адресовать Сергею Мироновичу Шамбо, который в последние годы возглавлял партию. Сергей Миронович – ветеран национального освободительного движения абхазского народа, опытный политик и дипломат. Руководство страны считает необходимым усилить роль политических партий, их участие в общественной жизни государства. Мы убеждены, что активные ответственные политические силы должны иметь возможность влиять на процессы государственного строительства и вырабатывать совместные решения в интересах всего общества. Отмечу, партиям необходимо в полной мере участвовать в парламентской работе. Это расширит возможности для политического диалога и обеспечит более широкий учет интересов граждан. Уверен, что «Единая Абхазия» и в дальнейшем будет оставаться значимой политической силой, способной объединять общество, поддерживать государственные интересы и работать на благо Абхазии. Желаю съезду плодотворной работы, а партии «Единая Абхазия» дальнейшего развития, новых успехов во имя нашего государства. От себя лично хочу сказать, что партия «Единая Абхазия» – это не просто символическое название, это фундаментальная цель нашего народа. Ведь под единством мы имеем в виду всех, людей разных профессий, вероисповеданий, возраста. Нам нужно сохранить то, что нам передали наши отцы и дети, и деды. Те завоевания, через которые они прошли, ту цену, которую они положили, неимоверное количество жизней. Нам нужно укреплять нашу страну, нашу обороноспособность, нашу Родину. И я хотел бы пожелать всем делегатам съезда совместной работы на благо нашей страны и, конечно же, мудрых решений. Делегаты партии утвердили мандатную, редакционную и счетную комиссии, проголосовали за регламент и повестку дня. После решения организационных вопросов съезда перешли к голосованию за председателя партии. Единогласно на эту должность был избран ранее исполнявший обязанности председателя Алхаз Барзания. Уважаемые делегаты съезда, дорогие гости, однопартийцы, благодарю вас за оказанное доверие. Обещаю приложить все необходимые усилия для развития партии. Вместе мы должны направить нашу созидательную энергию на движение вперед по всем направлениям государственного строительства. Хочу отметить большую работу команды президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гунба. Мы все делаем одно дело – работаем на Республику Абхазия, на народ Республики Абхазия. Поэтому мы поддерживаем поручения Бадры Зурабовича, направленные на укрепление экономики, социальных институтов, здравоохранения, образования, молодежной политики, обеспечения правопорядка и экологической защиты. Мы уверены, что их реализация позитивно скажется на каждом гражданине Республики Абхазия, на каждом из нас, дорогие друзья. Надеюсь на вашу, уважаемые однопартийцы, проактивную позицию и вовлеченность в эти вопросы. Не могу не отметить вклад Российской Федерации.
в развитии нашей республики. Это неоценимая поддержка и помощь во всех ключевых сферах жизнедеятельности государства. И самое главное, содействие укреплению суверенитета Республики Абхазия. Развитие двустороннего сотрудничества, нацеленность на укрепление союзничества – это крепкий фундамент безопасности и процветания нашего государства. 4 заместителей председателя партии избрали также путем открытого голосования. Ими стали Гунда Цвижба, Леон Бигвава, Фарат Микаэлян и Ахрас Мыр. Затем делегаты утвердили состав политсовета партии. По предложению главы Галского района Константина Пилия к списку из 27 человек добавился Яуз Атрушба. Одним из членов политсовета «Единой Абхазии» стала Мзия Бея, герой Абхазии и директор Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардзенба. Каждое утро, приходя в музей, мой день начинается с экрана, с которого на меня смотрят лица тех, кто за отчизну нашу отдал свои жизни. Каждый день нас встречает с того же экрана из фотографий Владислава Ардзенба, чьим именем назван музей, который не только вел нас к победе, но и закладывал фундамент нашего государства, которое должно было стать сильным, справедливым и суверенным. Мы сражались плечом к плечу абхазы, армяне, русские. Все, кто называл нашу страну своей родиной. Вместе с нами также сражались добровольцы Кавказа, России и других республик, для которых Абхазия стала второй родиной. Эта правда о войне должна стать правдой нашей мирной жизни. Курс на развитие, который сегодня предлагает руководство страны и партия «Единая Абхазия», не должен стать разменной монетой в политических играх. Это наш общий политический ресурс. Я призываю к тому, чтобы съезд не становился местом для политических торгов, а стал местом консолидации всех здоровых сил. Всех, для кого Абхазия не лозунг, а смысл нашей с вами жизни. Ключевые направления развития, о которых говорит наш президент и партия «Единая Абхазия», это наш современный фронт. Это та высота, которую мы должны взять для наших потомков. Мы должны укреплять армию и одновременно строить современные школы, развивать туризм и охранять нашу уникальную природу, чтить память о павших воинах на полях сражений и заботиться о живых ветеранах, заботиться о гражданах нашей страны, чтобы они не думали беспокойной ночи о хлебе насущном и на какие средства растить своих детей. Вот что значит быть достойными подвига наших отцов, братьев и сестер. В нашем музее мы собираем не просто артефакты, мы собираем историческую правду. Правда, которая может быть искаженной, как мы это сейчас наблюдаем в мире, если ее бережно не хранить. И я хочу просить той же правды от власти, уважаемые, дорогие мои друзья, все члены правительства, президент, вице-президент и все, кого я вижу здесь. Всех я считаю своими друзьями, надеюсь, они меня тоже. Я хочу просить от вас той же правды. Правды в отчетах, правды в диалоге с народом, правды о том, куда идут денежные средства и как исполняются поручения президента. Народ, прошедший через горнило войны, заслуживает честности. Только так мы победим коррупцию, равнодушие и бюрократизм. Я рассчитываю на твердую волю нашего президента и нашего правительства. Проявление уважения и заботы о ветеранах – наша святая обязанность. Мы должны каждый день помнить о них и о семьях погибших, которые до сих пор несут боль потери. И когда мы отмечаем праздник Победы, давайте не будем забывать о тех, кто принес нам победу. Мне бы хотелось, чтобы ветераны войны сидели в первых рядах с орденами на всех мероприятиях победе посвященных. И последнее. Я верю в нашу молодежь. Я вижу, как горят их глаза, когда они приходят в музей. И нередко вижу я их слезы. Они хотят знать историю своей страны, которой они вправе гордиться. Так давайте вместе дадим эту страну, такую страну. Давайте дадим им возможность учиться, работать, растить достойных родины сыновей и дочерей и быть счастливыми на своей земле. Пусть этот съезд станет не просто политическим мероприятием, я уже коснулась этой темы, а событием, которое подтвердит
что мы один народ, у нас одна цель, и мы идем вперед. Мы выбираем развитие, мы выбираем нашу обслугу. Председатель мандатной комиссии Дмитрий Шларба рассказал о том, как формировался список делегатов для участия в 7-м съезде партии. В 4 районных и Сухумском городском отделениях партии провели предварительные конференции, на которых определили делегатов из числа лучших представителей Единой Абхазии. От Сухумского городского отделения партии было избрано 70 делегатов. От Чимчирского отделения 60 делегатов. От Гудовудского отделения 40 делегатов. От Гагрского отделения 50 делегатов. Сухумского района отделения 30 делегатов. Среди наших делегатов есть заслуженные люди, почетные граждане нашей страны. Это ветераны и матеря погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Герои войны, представители интеллигенции, работники культуры, искусства, спортсмены, студенты вузов, труженики села, представители всех национальностей и конфессий, проживающих в городах и районах Абхазии. В политической жизни Абхазии активно участие принимают женщины. Среди делегатов съезда 38% составляют женщины. Много молодежи, всего около 60% от числа делегатов. Регламент нашей работы не позволяет огласить имя каждого делегата и его уникальный вклад в общее дело. Но каждый заслуживает, чтобы его имя прозвучало сегодня на съезде. Убежден, что они все внесут свой ценный вклад в успешную работу съезда и дальнейшую плодотворную работу партии. Мандатная комиссия проверила все полномочия всех делегатов съезда. Все они избраны согласно уставу партии. Все временные удостоверения призваны действительно. Всем мира, добра и крепкого здоровья. Поддержать коллег приехали представители «Единой России». Александр Карелин, Герой России, сенатор от Новосибирской области, член Высшего Совета «Единой России», начал свое выступление со слов приветствия от председателя партии Дмитрия Медведева. Пожелания успехов, интересной работы, четких начинаний, которые будут определять вашу деятельность на последующие периоды. Это все сосредоточено в пожеланиях председателя нашей партии и каждого единоросса. Мы, как Российская Федерация, неимоверно заинтересованы в том, чтобы Абхазия развивалась, процветала, была стабильной, была способной настоять на своей точке зрения, и чтобы эти точки не расходились не только в наших названиях об единстве внутри наших государств, но и о нашей согласованной деятельной позиции на международной арене. Поэтому, желая успехов в работе конференции, я напомню, что мы с вами собираемся не на 7-м съезде, мы собираемся с вами в год 80-летия Великой Победы, нашей общей победы в Великой Отечественной войне. И этот год окрашивает все события, все происходящие явления особым, обязывающим светом. Тем более здесь находятся люди, которые вместе с Сергеем Васильевичем создавали Единую Абхазию. И им слова благодарности и пожелания доброго здоровья за то, что каждый из них остается верным сделанному выбору тогда, и даже сейчас они здесь среди нас продолжают назидать своим вседовластным присутствием. Для меня, конечно, особо лестно, что в руководство партии вошли люди с историческим образованием и с борцовскими навыками. Понимание истории и способность к тому, чтобы в борьбе отстаивать нашу правоту, очень четко проявлены в Конституции Российской Федерации, которую мы недавно дополнили. А теперь я скажу отдельно о своем отношении к этим дополнениям. Мы не сделали ничего особенного, но после всенародного обсуждения мы приняли 3 постулата. Они характерны только одним. Когда в 92-м, когда Союз распался, мы собирали для себя Конституцию, это все-таки была Конституция растерянных людей. Это была Конституция государства, которое не предполагает для себя особой уверенности. Сейчас же, на прошествии времени, мы настояли в основном законе на том, что мы сохраняем за собой право на традиционные ценности, на нашу трактовку нашей победоносной истории, на главенство нашего закона над законами за пределов нашего государства. Я надеюсь, что именно по этому пути будет двигаться и Единая Абхазия. Как партия, которая принимает на себя ответственные, сложные решения, как партия, на которой опирается глава государства, как партия, которая сегодня
будет делегировать своих представителей на следующий виток уже муниципальных выборов. Поэтому обращаюсь к каждому из вас, уважаемые единомышленники, я бы хотел сказать о том, чтобы кроме здоровья, упорства, все вы были подчинены очень важному определению – процветанию благословенной земли и молодого государства. Депутат Госдумы от «Единой России», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, заслуженный мастер спорта и давний друг Абхазии Светлана Журова тоже приехала поддержать коллег. Дорогие друзья, можно сказать, однопартийцы, потому что «Единая Абхазия», «Единая Россия», можно считать, что мы однопартийцы. С 2011 года у нас подписано соглашение, и я благодарна вам, что, во-первых, вы меня пригласили на съезд. Ну, во-вторых, многие из вас являются моими избирателями. Я представляю Абхазию в Государственной Думе как депутат Государственной Думы. Вы за меня голосовали. Огромное вам за это спасибо. И я не забываю свою любимую Абхазию, потому что даже Вячеслав Викторович Володин мне сказал, я еще нахожусь в межпарламентской комиссии по взаимодействию с Абхазией, он мне всегда говорит: когда тебе нужно поехать в Абхазию, только скажи, я тебя всегда отпущу. Это твой приоритет, должен быть. Поэтому я это всегда выдерживаю. И огромное спасибо Сергею Мироновичу, потому что в свое время, в 2011 году, когда подписывалось соглашение, он меня рекрутировал, он меня прям взял и очаровал. Очаровал Абхазии, сказал, что приезжай. Я приехала, сразу посмотрела, и на всех этапах за эти годы была рядом. И очень радуюсь сейчас на то, что вот такое обновление. Я лично знаю Алхаза Херсоновича, давно тоже знаю, и начиная с молодежных разнообразных движений, мы тут все вместе и бегали по набережной, и проводили молодежные форумы. И вот это уважение, невероятное уважение к старшим, и умение работать с молодыми, что сейчас тоже очень важно, с новыми технологиями, которые в том числе приходят в нашу жизнь. Я знаю, что ряд соглашений планируется и в этой части подписать с «Единой Россией», с «Единой Абхазией» в будущем, и подписать соглашение, уже подписано, вернее, соглашение с «Молодой гвардией». «Единая Абхазия» подписала, это следующий этап. Я знаю, что есть определенные планы, о которых будет сегодня тоже озвучено. Я вот отношусь тоже к вам как к семье, даже здесь вот этот шум немножко, да, какое-то вот такое движение. Это все эмоционально, это как в семье. И это чувствуется на съезде, потому что на других съездах все, наверное, более строго, все по полочкам. А у вас вот как, ну правда, как за большим абхазским столом, все очень шумно, честно, искренне. Но по-другому не может быть. Это же очень правильно, и это очень по-честному, искренне. Я радуюсь, что вы не меняетесь, мы за это вас любим. И я понимаю, что у России есть такая вот республика, такая живая, настоящая, которая нас готова всегда принять, которая нас всегда с любовью здесь ждет, наших туристов, людей, политиков, да. И какого бы уровня человек не был, он всегда себя здесь чувствует как дома. Это вам огромное вам за это спасибо. Вы знаете, еще не могу не сказать эти слова благодарности за ту поддержку, за то плечо, которое вы подставили России на СВО. Ваши ребята... Ваши ребята настоящие воины, показывающие пример преданности, показывающие пример того, как, когда даже не просили их об этой помощи, они просто понимали, что по-другому не могут. Огромное им спасибо, слава погибшим, мира тем, кто придет сюда, обратно вернется в свои семьи. Я знаю, что вы все их ждете. И за вот этот подвиг вам тоже большое спасибо, потому что, как Александр Александрович сказал про годы Великой Отечественной войны, абхазский народ всегда стоял рядом, так и сейчас. Так и мы, когда у вас была своя война. И мы пережили это все вместе, и поэтому мы едины. Именно по этой причине. У нас общее понимание, что такое свобода, что такое демократия, что такое ценности, в том числе, что такое духовные, семейные ценности, что такое жизнь. И за эту жизнь мы действительно
действительно готовы бороться. Вы боролись в свое время, мы сейчас боремся. Нас объединяет великий русский язык. Огромное вам спасибо за его сохранение, за как вы прекрасно говорите по-русски, как вы чтите его и почитаете. Это наше тоже объединяющее. Я вам за это безумно благодарна. Я желаю вам также мудро вести свою политику, вашему президенту вести страну вперед, Алхазу Херсоновичу партию тоже вести под своими знаменами вперед, чтобы все у вас получалось вместе с Россией, вместе с Единой Россией. Мы рядом с вами. Мы вас готовы всегда поддержать. Удачи вам! Формирование устойчивой, справедливой и открытой политической системы является одной из главных целей наших партий, подчеркнул в своем выступлении Ацамаз Бибилов, председатель Юго-Осетинской партии «Единая Осетия». От имени Республиканской политической партии «Единая Осетия» сердечно приветствую вас и поздравляю с 32-й годовщиной победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Это великое событие навсегда вписано в летопись героической борьбы за свободу и независимость Республики Абхазия. Победа абхазского народа стала символом несгибаемого духа и силы воли, примером того, как любовь к родине и вера в правое дело способны преодолеть любые испытания. С гордостью могу сказать, что посильный вклад в отстаивание суверенитета Абхазии внесли осетинские добровольцы, которые своим героизмом и самоотверженностью еще больше укрепили братство наших народов. Союзнические отношения между Абхазией и Южной Осетией проверены временем и продолжают последовательно развиваться, опираясь на прочный фундамент национальных интересов, общность судьбы. Осетины и Абхазии стояли вместе, когда решалась судьба Кавказа. Плечом к плечу они встали на защиту Донбасса еще в 2014 году. Отстаивать ценности русского мира, право людей говорить на родном языке, хранить свою культуру, память и подвиги предков в годы Великой Отечественной войны. И сегодня, в ходе специальной военной операции, наши добровольцы снова рядом. Не щадя себя, они сражаются за общее будущее, за правду и безопасность наших республик. Союз России, Южная Осетия и Абхазия – это не просто политический союз государств. Мы стоим на одной платформе. Нас объединяют одни и те же духовные ценности и верность историческому выбору. В эпоху, когда формируется новый многополярный миропорядок, нашим странам предстоит решать важнейшие задачи – укреплять государственность, развивать экономику, сохранять духовно-нравственные основы общества и обеспечивать безопасность граждан. В этой работе неоценимую роль должны сыграть наши партии «Единая Абхазия» и «Единая Осетия». Мы обязаны быть опорой общества, защитниками его интересов и проводниками курса интеграции с Россией. С докладами перед делегатами съезда выступили новоизбранные заместители председателя Гунда Цвишба и Леон Бигвава. Я сейчас буду хорошо, именно предстоит аусурапа, аусур яшарапа абхинангылана. Аргыларапа, айтышыпыргыларапа. Зеги ярылахо, хазигульхе жохтыс Николай Владислав Григорий Бардзин бейхсизхо, юларбжарапи ахаирт багваза ардра. Ария каепшинква уахола духой. Яхя яхапакшанихо ашартарапа загижбо. Абджарштыбшква ахинта уахинткара Россия и сайра от слараялаги. Яхиду айбашра яцехазхасыз я бахлабдзер. И читзу арга техника, а дуней ялагал. А бурахзыргада арантиш зимава. Я и изланахкалой, обречила хазхуцрак замехя. Уристула, яхигипшин пацхара хатречу, и захамхой, жигет хакисхома, мазжи уитексхома храхасра. Насуяна гузагила хамкаве, айлаххацка. Зигих берта зарабхаб, яхеммач, чан было нахшаева. Гхападу хазырня, а я шарьяпшо,
Абснатира Агенткара Амат Шазыруа. Ас ярцыгны загизыхалацом. Ахабрыгны сыгоп, аджи хайперхага мхаква. Уахапсыхо шама мазгватаны хайдгылар алцша даришимсихо. Абартку загилканы сымч сылшара сыпсадгыл языскабха згуйтакан яхзаз арпыс ацарабзия змо збухаду с патриотера дари хараку барзани алхаз эхебрадишбек. Хартияхя Абснак зара аханата ахыс ялахуз хаззаги гуахугылат хадвахгыл. Алхаз Херсони па и студент стазара инаркны апартия Абснак зара далахун. И джаба курасо. Зигирапхи дельгылани умхар залшум псулат шадзо. Ежу азыщала агырдзат ширзайку. Яхезы и гуйтейк израчок. Загругаша цею. А политика партия айтачи будгулара дезатrio. Аджула раша яша дапчо. Гукала дезыло. Апснахада бадра гумба. Юиз шере имя паусчатсква харада дезразу. Дахята хуй ходигзазу. Апсна политика партия гурызыгера. Ахиткара гыларагна хымпада яхтаныга азихой. Убри намадана халшара куетсаны ажулар ялырхаз ахада ипхараква рыкнуқара игуито ибагылакоги гуанага рубасиго. Эхя бадра гумба ялыгало айтакраку зигихби. Хар хазыштылаква система казшеку Шагпсыши камцаква, а реформа кудрылаги. И гуашим терзал, что ажулар дрызгуцна, а пснахая цухаем до хауажулар хяку илкана, и гылхо шайтакраква ширчу. А я сейчас абасчка бзера похазапшупя сакугувал сарахатала. Дорогие ветераны, старшие товарищи, друзья, для меня большая честь выступать сегодня с этой трибуны и представлять голос молодого поколения, которому выпала уникальная судьба. Мы дети свободной, независимой и признанной Абхазии. Наше государство родилось в огне войны. Оно состоялось благодаря мужеству и героизму наших отцов, дедов, матерей и бабушек. Сегодня, глядя в этот зал, я хочу от имени всей абхазской молодежи сказать простое, но идущее от самого сердца спасибо. Спасибо за то, что вы завоевали для нас право жить на своей земле, говорить на родном языке и с гордостью нести имя гражданина Республики Абхазия. Спасибо всем друзьям Абхазии, добровольцам из разных стран, которые в самый тяжелый час помогли нашему народу одержать победу в справедливой борьбе. Мы помним каждого из вас. И, конечно, наши особые слова благодарности обращены к нашему стратегическому партнеру, союзнику Российской Федерации, признание которой открыло новую страницу в истории нашей страны. Их поддержка позволяет нам уверенно смотреть завтрашний день, развиваться и строить сильное процветающее государство. Именно на этом прочном фундаменте памяти, благодарности и союзничества стоит сегодня молодежь Абхазии. И мы ясно видим свою роль и свою ответственность. Молодежное крыло партии «Единая Абхазия» — это не какая-то отдельная структура. Мы неотъемлемая часть единой и сильной команды, которая всецело поддерживает стратегический курс руководства Абхазии, президента Бадра Зурабовича Гумбы, на всестороннее развитие страны. Мы видим, как за короткий срок в Абхазии начали внедряться новые современные принципы формирования управленческой команды. И для нас, представителей молодежи, это важнейший сигнал, что у каждого из нас есть шанс проявить себя. Мы видим, как преображается Абхазия,
реконструируются и ремонтируются школы и больницы, создаются новая инфраструктура, обновляются парки и набережные. Мы видим, что действующее руководство социально ориентировано, что оно слышит нужды людей. Мы чувствуем реальную поддержку молодежных, культурных и спортивных инициатив. И мы не хотим быть пассивными наблюдателями. Мы хотим поддержать этот курс. Мы стремимся учиться быть в политике ради возможности делать полезные дела для нашего народа. Наши слова не расходятся с делами. Буквально на прошлой неделе молодежное крыло «Единой Абхазии» сделало важный шаг в укреплении международных связей. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с ведущими молодежными организациями России, «Молодой гвардией Единой России» и волонтерами России. Это не просто протокольные мероприятия. Впереди нас ждет большая совместная работа. Гуманитарные акции, образовательные форумы и культурные и спортивные обмены. Мы выступаем за максимальное углубление в реализации молодежных проектов с нашими партнерами для обмена опытом между нашими молодежными организациями. Дорогие друзья, молодежь Абхазии полна сил, идей и решимости. Мы уважаем наше прошлое, мы ценим наше настоящее, и мы готовы брать на себя ответственность за наше будущее. Опираясь на мудрость старших и чувствуя поддержку нашего государства и наших союзников, мы сделаем все, чтобы Республика Абхазия была сильной, современной и процветающей страной, в которой хочется жить, работать и создавать семьи. Член Политсовета «Единой Абхазии» Ада Кварчелия представила концепцию реформы образования, которая станет частью нового курса партии. Первым этапом нашей партийной деятельности стало проведение стратегической сессии, главной темой которой стали поручения главы государства в сфере образования. Политическая партия «Единая Абхазия» полностью поддержала эти инициативы. Среди поручений мы выделили наиболее значимые, труднореализуемые проекты. Был проведен анализ текущего состояния системы образования, отметили ключевые трудности каждого проекта и предложили возможные варианты решения существующих проблем. Также нами на стратегической сессии было внесены предложения дополнить перечень президентских поручений. Первое предложение – это включение такого важного звена, как среднее профессиональное образование, СПО. Мы считаем, что нашему молодому государству, которое находится на стадии становления, крайне нужны рабочие высокой квалификации. Или мы будем вынуждены поощрять миграцию из-за рубежа. Развитие Абхазии невозможно без инновационной экономики, которая требует квалифицированных рабочих кадров. Очень важно помнить, что никакой вуз не может заменить профильное учреждение, нацеленное на практическую подготовку специалистов. Однако для полноценного развития СПО в нашей республике необходимо решить ряд проблем. Среди них отсутствие промышленных предприятий, обеспечивающих выпускников колледжей рабочими местами, прогнозирование кадровых потребностей, системы государственного заказа на подготовку кадров, отсутствие материально-технической и нормативно-правовой базы. Результаты же наличия вышеназванных проблем – это сокращение количества студентов. А сегодняшний дефицит студентов в будущем станет дефицитом производственных кадров в республике. Второе наше предложение – это разработка образовательной стратегии на 10 лет на период до 1935 года в рамках государственной социально-экономической программы Республики Абхазия. Государственная образовательная политика должна ориентироваться на формирование квалифицированных кадров, востребованных рынком труда и способствующую развитию экономики республики. И здесь возникает ключевой вопрос. Мы хотим готовить большое количество госслужащих, корпоративных сотрудников или стремиться вырастить поколение предпринимателей и лидеров. А от ответа на него зависит, какое будет образование, ориентированное на навыки исполнителей или же на формирование людей, способных создавать бизнесы, управлять проектами и двигать экономику Абхазии вперед. Политическая партия «Единая Абхазия» среди приоритетных задач в области образования особо подчеркивает необходимость модернизации абхазской школы. Сложившаяся непростая языковая ситуация вызывает серьезную озабоченность общественности относительно
качество обучения в абхазских школах. К сожалению, работа в образовательных учреждениях идет, я хочу это подчеркнуть, не на развитие познавательных способностей учеников, а сводится лишь к механическому усвоению учебного материала. Пока существует устойчивый общественный запрос на национальную школу, необходимо разработать комплексную концепцию и внедрить конкретные программы, направленные на укрепление культурной идентичности и повышение качества образовательного процесса. Политическая партия «Единая Абхазия» планирует в ближайшее время выступить с инициативой разработки ряда приоритетных национальных образовательных проектов, включающих проект «Комфортная образовательная среда». Это строительство современных школ с комфортным образовательным пространством, и современной архитектурой. Проект «Учитель 21 века» – это создание условий для ступенчатого карьерного роста педагогов, а также изменение оплаты труда учителей с повышением окладов педагогическим работникам, которые будут зависеть от их стажа работы, профессиональных навыков и результатов труда. Безусловно, повышение квалификации учителей является приоритетной задачей в процессе модернизации. Однако важно помнить, что эффективность этого процесса достигается только в комплексе с реформой системы оплаты труда педагогов и созданием условий для поэтапного карьерного роста учителей. Седьмой съезд Республиканской политической партии «Единая Абхазия» завершился докладом председателя Алхаса Барзаня, в котором он обозначил основные направления нового курса партии. Мы собрались сегодня с вами в непростое время. Время испытаний, когда ситуация в мире заставляет серьезно задуматься о будущем. История – суровый учитель. Она показывает, как великие государства и могущественные народы исчезали с карты земли. И большинство из них не от внешнего врага, а от внутреннего раздора. Наша партия называется «Единая Абхазия», и оба эти слова ключевые. Но то, что я вижу сегодня в нашей стране, тревожит меня до глубины души. Теряя время, силы и энергию на внутренние распри, мы рискуем потерять главное – нашу страну. Рискуем превратить нашу прекрасную землю в территорию с очагом перманентной нестабильности и кризиса. Поэтому я глубоко убежден, «Единая Абхазия» – это не просто название нашей партии, это парадигма. Это единственно верный путь, по которому должен идти весь наш народ, невзирая на политические и иные различия. Только внутреннее единство, только сплоченность и приверженность нашей цели, создание крепкого суверенного государства, только уважение к нашему закону и неукоснительное соблюдение его, и только четкое целеполагание позволяет нашему молодому государству и нашему народу не просто выжить в это сложное время, но и двигаться вперед. И наша первостепенная задача сейчас – найти точки соприкосновения, найти компромисс внутри народа. Без диалога, без взаимного уважения и доверия нам не обойтись. Как вы знаете, партия «Единая Абхазия» находится на активной стадии обновления. Что это значит? Во-первых, это обновление смыслов. Мы не просто декларируем ценности, мы внедряем самые современные, эффективные подходы к работе. Мы должны быть политически сильны, мы должны быть политической силой, которая говорит с народом на понятном языке и решает проблемы с помощью ясных, работающих механизмов. Во-вторых, это немаловажно, обновление рядов. Мы открыты для новых людей, для энергичных, целеустремленной молодежи, для профессионалов, которые раньше стояли в стороне от политики. Мы уверены, именно смелые идеи, свежие силы, приходящие в партию, являются залогом ее жизнедеятельности и стабильности и отвечают на вызовы времени. В-третьих, это обновление программы партии. Сегодня мы представляем вам контуры обновленной программы нашей партии, живого развивающегося документа, который призван определить наш путь на годы вперед. Ключевые тезисы, дорогие друзья, хочу вам представить. Первое – это человек, высшая ценность.
В центре нашей программы благополучие и процветание каждого гражданина Республики Абхазия. Мы нацелены на создание условий для достойной жизни, защиты прав и свобод, раскрытие талантов и потенциала каждого человека в нашей стране. Второе из нашей программы – это экономический суверенитет и благосостояние Республики Абхазия. Наш приоритет – это построение сильной, самодостаточной экономики, основанной на принципах справедливости, инноваций и широкого привлечения инвестиций в нашу экономику. Мы сделаем ставку на развитие агропромышленного комплекса, туризма, малого и среднего бизнеса, а также на цифровизацию всех сфер жизни. Третье из нашей программы – социальная справедливость и забота. Мы выступаем за сильное социальное государство, которое гарантирует качественное и доступное здравоохранение, образование, а также надежную поддержку наших старших поколений и молодым семьям. Четвертое. Современное государство и верховенство закона. Необходимо повышать эффективность государственного аппарата. Наша цель – это прозрачность государства, где закон един для всех, а права граждан и предпринимателей надежно защищены. Пятое из нашей программы – устойчивое развитие и экология. Мы осознаем свою ответственность перед будущим поколением. Программа включает в себя стратегию защиты нашей уникальной природы, создание комфортной современной среды в городах и селах. Эти тезисы – основа которой будет наполняться конкретными решениями и проектами по итогам регулярных стратегических сессий. Мы будем проводить их по всем ключевым направлениям с обязательным привлечением представителей всех уровней ведущих экспертов, аналитиков и общественности. В своей работе мы исходим из поручений президента Бадры Зурабовича Гунбара по всем ключевым направлениям, от экономики до здравоохранения, до сферы молодежной политики и правопорядка. Сегодня все мы – команда президента, которая готова взять на себя ответственность за будущее страны. Российско-абхазское сотрудничество выходит на новый уровень. Российская Федерация – гарант нашей безопасности и поддерживает развитие Абхазии по всем ключевым направлениям. При поддержке нашего стратегического союзника мы должны создавать условия для роста экономики и повышения уровня наших граждан. В основе будущего – качественное образование, и Россия сегодня открывает возможности для получения новых компетенций для нашей молодежи. У нас прекрасная, талантливая молодежь с огромным потенциалом роста, а нам необходимо лишь поддержать и направить ее. Если на государственном уровне важнейшую работу по развитию сотрудничества между Россией и Абхазией координирует президент Бадра Зурабович и правительство, то наша задача – активно развивать это взаимодействие на партийном уровне. Ярким примером такого взаимодействия стало недавнее соглашение между Единой Абхазией и Молодой гвардией Единой Абхазии. И, пользуясь присутствием здесь представителей Единой России, мы хотим сделать конкретное предложение. Давайте совместно организуем на гостеприимной абхазской земле, уважаемые друзья, давайте вместе организуем на гостеприимной абхазской земле международный молодежный патриотический лагерь. Делегаты единогласно приняли резолюцию 7-го съезда Единой Абхазии. Впереди у партийцев напряженная работа. 8 ноября в республике пройдут выборы в органы местного самоуправления. Алхаз Барзаня обещал кандидатам от Единой Абхазии всестороннюю поддержку партии. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Владимир Капуза, Абаза ТВ.